Заместителя председателя комиссии ОНК Общественной палаты России Александра Воронцова у ворот исправительного центра встречает начальник ингушского ОФСИН Сергей Меньшов, который ведет гостей сначала в общежитие, то есть в расположении отряда, где после трудовых будней осужденные к исправительным работам находят уют и покой. Наблюдательная комиссия направляется сначала в женский корпус. Вполне. Кстати, хорошо, что от солнца даже. Да. У девочек всегда порядок. Девочки, да, везде отличаются. Ну, Во порядок. всех учреждениях Да, все у них. женская часть всегда Порядок. отличается от мужской. В женском и мужском корпусах проведен ремонт, обновлена сантехника и душевые комнаты. А, ну тут побольше. А, тоже. Ну и мужчин побольше. Угу. Мужчин побольше. Вентилятор нормально. Да, да. Не, ну здесь достойно еще. Примечательно, что в общежитии койки распределены по раздельным друг от друга помещениям, ведь бывает и так, что все осужденные ютятся в одном расположении отряда. Это огромный плюс, подчеркнул Александр Воронцов. Ну да, ну немножко в их деле, что правильно, чтобы ну, не в одном много, например, а по два, по три, ну им посвободнее, да. У нас еще 9 свободных Вентиляторы мест, молодцы, из тут 25 в каждом вентиляторе есть, возможности, да, да, такие женского распределения, 16 сейчас женщин. В исправительном центре, предназначенном для исполнения уголовных наказаний в виде принудительных работ, содержатся лица, осужденные за преступления небольшой или средней тяжести, а также лица, отбывающие наказание за совершение тяжкого преступления впервые на срок не более 5 лет, в отношении которых судом принято решение о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Лимит наполнения 120 человек. С ними также пообщался член Общественной палаты России. Мы с коллегами представляем Общественную палату Российской Федерации, комиссии по безопасности и взаимодействию с общественно-наблюдательными комиссиями. Наших коллег из УНК, наверное, вы знаете, я думаю, что встречаетесь. Вот. Приехали к вам сюда со знакомительным визитом, посмотреть, как вы тут живете. Есть ли какие-то вопросы, проблемы? Как вам условия? Отлично. Ну, в тюрьме прекрасно не бывает, но, по крайней мере, хорошо, обычно говорят. Да, достойно, удовлетворительно, прекрасно быть на свободе. Да. Да. Но все равно, может, допустим, утром выходим, в 8 утра на работу, и приходим вечером. Как бы. Самое главное здесь отношения сотрудников. Вот, да. Очень А работаете где? Вы, например, где в работаете? экосистеме мусором работаю. Понятно. Отгрузил чуть, нагрузка на ногу дал. А что с ногой? Нагрузился чуть. А, ну то есть Не, ничего, все хорошо. нормально, да? Всё отлично. Ну и какая зарплата, если не секрет? Ну, получаем 18 тысяч. На руки чистыми уже. Чистыми получается где-то 16. 16 за вычетом. Комиссия ОНК осмотрелась во всех жилых и административных помещениях, пообщались и с самими сотрудниками. Нормально тут? Как? Вот он говорит, тут диванчик отдохнуть можно у вас есть, Да, да? себе они условия делают. Нет, То ну есть правильно, специально слушайте, сотрудник должен условия и надо поработать, и отдохнуть. Комфортные иначе. условия Да. должны быть. Остановились у информационного стенда. Здесь возникли вопросы к заместителю начальника центра по апробации. Тут это, конечно, дело хорошее, но если как им с ним работать-то? Тут создали, выделили дополнительную штатную численность. 2 человека. Нет, я все понял. Вот, допустим, человек захочет почитать. Где ему взять это? Может, к сотруднику обратиться? Есть. То есть есть. У нас есть график приема сотрудников отдела Нет, пробации. есть документ, который можно им дать в руки, потому что Конечно, это таскать конечно. оттуда есть. Зашли на кухню, осмотрели санитарное состояние в помещении приема пищи. Все, цивильно, хорошо. Все необходимое есть. Все обеспечены. Ну, готовят они, понятно, сами. Да, да, да. Ну, продукты. В принципе, две плиты у вас, да? Две. Ну, нормально. Арбузик, витаминчик. Ягоды, как говорится. Все правильно. Уходя, член общественной палаты заглянул и в помещение для нарушителей режима. Здесь содержатся двое, которые, как они признались сами, попали сюда за распитие алкогольной продукции во время принудительных работ. Нарушители теперь по решению суда отбудут исправительную колонию досиживать оставшийся срок. Можно же было как-то без этого, наверное. А срок-то какой остался? Сколько? Всего 1 год, осталось 7 месяцев. Ну, это вы будете больше кататься теперь. Не, ну, конечно, есть такие романтики, которые говорят, я покатался, сейчас тут побыл уже, да, по России, там, тем более, когда еще, извините, на халяву за счет государства проедете? Россию посмотреть. Да. А вы сколько вам осталось? 8 месяцев? 6 осталось. 6 месяцев? Ну, та же самая история. Ну, что, добыл бы нормально, нет? Надо было, да? Злой зеленый змей, да, оказался? Искуситель. Ну, впредь пожелаю больше не нарушать ничего. Мы представляем с коллегами Общественную палату Российской Федерации. Если какие-то вопросы есть, может быть, там вы считаете незаконно вас сюда поместили. Все нормально.
Задачами центра являются организация и проведение с осужденными, в том числе воспитательной, направленной на исправление содержащихся здесь лиц, а также предупреждение совершения новых преступлений. Работой сотрудников центра член Общественной палаты России Александр Воронцов остался доволен. Учреждение стандартное, на самом деле хороший ремонт сделан, причем ремонт качественный. Особенно мы обратили внимание на места, где люди моются, где у них, так сказать, происходит постирочные. Это очень важно, потому что гигиена, соблюдение здоровья в первую очередь. Во-вторых, то, что положено по нормативам для данного учреждения, все имеется. Каких-либо нарушений здесь мы не заметили, ни наши коллеги, соответственно, из общественной наблюдательной комиссии, ни наши коллеги из общественной палаты. В исправительном центре, который функционирует с 2019 года, заключенных обеспечили условиями для соблюдения канонов своей религии. Здесь также были случаи бракосочетания. По мнению специалистов, духовно-нравственное просветление и семейные узы положительно сказываются на пути к исправлению. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.